Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. Уважаемые телезрители, представляем вашему вниманию указ президента Республики Таджикистан о назначении Насредин Зода помощником президента Республики Таджикистан по вопросам социального развития и связям с общественностью. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю назначить Насредин Зода Эмомали Сайфеддина помощником президента Республики Таджикистан по вопросам социального развития и связям с общественностью. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 5 мая 2021 года. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон 5 мая провел телефонный разговор с председателем Сагдийской области Раджабоем Ахмадзода. Глава государства заслушал отчет председателя области о работе по восстановлению жилых домов, разрушенных в ходе приграничного конфликта в конце апреля. При этом было сообщено, что рабочий штаб в Исфаре и Бободжон-Гафуровском районе круглосуточно работает над реконструкцией жилых домов в приграничных районах. В этом направлении принимаются безотлагательные меры. Глава государства поручил председателю Сагдийской области быть в курсе положения пострадавших семей и в течение месяца полностью построить и восстановить все разрушенные и поврежденные жилые дома, обеспечить их необходимыми предметами домашнего обихода. Наряду с этим было поручено оказать материальную и финансовую помощь семьям, потерявшим своих близких в результате приграничного конфликта в конце апреля. На председателя Сагдийской области Раджабоя Ахмадзода была возложена обязанность взять под решительный контроль ход выполнения неотложных поручений главы государства и в намеченный срок представить подробный отчет о результатах в правительство Республики Таджикистан. Мы продолжаем выпуск новостей. В этом году шелководы страны планируют произвести 680 тонн коконов в качестве промышленного сырья из 21 тысячи стандартных коробков яиц тутового шелкопряда, которые были ввезены в страну. Выращивание коконов в Хатлонской области продолжается, а фермеры усиленно работают над получением 286 тонн коконов. В районах республиканского подчинения и Сагдийской области, несмотря на погодные условия, активно идет процесс выращивания коконов и предоставления промышленного сырья для производства шелка. Внедрение современных методов в процесс шелководства позволило отраслевым хозяйствам достичь новых высот в этой сфере. Ожидается, что в этом году шелководы Хатлонской области соберут 286 тонн коконов из 8851 коробочки яиц тутового шелкопряда. Из общего количества коробок тутового шелкопряда, полученных в Хатлонской области, 951 находится в Яванском районе. Шелководы района планируют произвести 31 тонну коконов. Хотя в районе Рудаки процесс выращивания тутового шелкопряда сильно зависит от погодных условий, но опытные хозяйственники уже говорят о хорошем и качественном урожае коконов. Эффективные меры по производству высококачественных коконов и обеспечение последовательного развития и прогресса в этой сфере реализуются открытым акционерным обществом «Таджик-Шелк». В последние годы содействие развитию этого сектора со стороны правительства повлекло за собой рост заинтересованности сельчан в занятии шелководством, история которого на таджикской земле насчитывает не одну сотню лет. Исконно национальные традиции и опыт в шелководстве передавались из поколения в поколение. С давних времен прекрасные шелковые ткани, изготовленные таджикскими мастерами, пользовались огромным спросом на мировых рынках, куда они доставлялись караванами по Великому шелковому пути. Примечательно, что расширение тутовых плантаций в регионах также оказывает благотворное влияние на экологическую обстановку на местах, а также тутовник дает вкусные и полезные плоды. Кроме того, высадка тутовых деревьев по периметру земельных угодий служит хорошей защитой посевов сельскохозяйственных культур от ветров и способствует укреплению берегов и растительных каналов. Зумрат Вазиева, Дильшоти Хушвак, новости.
Мы возвращаемся к местным новостям. С целью пропаганды национальной культуры и одежды среди молодежи и подростков в городах и районах страны проходит акция «Оденемся по-таджикски», в которой участвуют девушки в национальных нарядах. На днях такая акция прошла в Ражском районе. Весной пробуждается природа, зацветают деревья, кусты и цветы. В Таджикистане весна особенно прекрасна. Города и села одевают самые яркие цветочные наряды. Вместе с природой весной расцветают и таджикские девушки. В городах и районах страны проходит акция «Тоджикона мепушем» – «Оденемся по-таджикски», в которой участвуют девушки, одетые в национальные наряды. Национальный костюм – это не просто одежда, это культура и история народа, его традиции и образ жизни. Он, как яркий индикатор национальной принадлежности, помогает сохранить культурно-духовное наследие прошлого. Таджикские женщины с древних времен славились своей красотой, грациозностью, трудолюбием и, конечно же, умением красиво одеваться. Каждый регион страны имеет свой стиль, свои пристрастия и особенности в одежде. Национальный костюм занимает особое место в культуре таджикского народа. В нем отражены богатые художественные традиции, истоки которых берут начало с древнейших времен. Отметим, что фасоны и орнаменты таджикского национального костюма, которые девушки носят в наши дни, имеют тысячелетнюю историю и лишь слегка подстроены под современные условия и ткани. В период независимости интерес к народной культуре значительно возрос, и в этой связи произошло возвращение интереса к национальному костюму. Ну и последнее. Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан обращается к гражданам и гостям республики с просьбой: соблюдайте меры личной безопасности, воздерживайтесь от походов в горы, сбора грибов и других сельхозкультур, растущих в горной местности. С целью предотвращения несчастных случаев необходимо уделять внимание детям, не оставлять их без присмотра, рекомендует спасательное ведомство. Кроме того, КЧС и гражданская оборона напоминают, что находиться в эти дни вблизи водоемов и рыбачить опасно. В целях предупреждения затопления улиц и домов необходимо прочистить арыки и канавы, проходящие рядом с домами. По данным агентства по гидрометеорологии страны, 5-6 мая в ряде районов страны, за исключением Горно-Бадахшанской автономной области, прогнозируются интенсивные осадки в виде проливных дождей, грозы и град. В предгорных и горных районах Атлонской области, а также районов республиканского подчинения ожидается сход селей. Синоптики прогнозируют повышение уровня воды в реках, текущих с южных склонов Гисарского хребта. Будем осторожнее. Уважаемые телезрители, это были все те новости, о которых мы успели вам рассказать к этому часу. О развитии событий в стране и в мире на нашем канале, как обычно, в 20:30. Будьте здоровы и не переключайтесь.